В этом году Минский государственный музыкальный колледж празднует свое столетие. И, знаете, планируя этот концерт, у меня появилась такая идея, что сегодня всех объединит, которые выйдут на эту сцену. Это Минский государственный музыкальный колледж. На эту сцену выйдут бывшие выпускники, будущие выпускники и настоящие выпускники. Знаете, Минский колледж — это такое удивительное место. И по признанию недавно моего бывшего одного выпускника, вот он и сказал: вы знаете, Лена Сергеевна, вот такой короткий промежуток времени, 4 года, ведь а вот для этого возраста 15-19 лет это огромный промежуток времени, за которое происходят очень важные вещи и какие-то очень важные вещи, повороты. На всех, кто сюда попадает, оказывает влияние это удивительное место. Право открыть концерт я предоставляю выпускнице 1999 года Елене Осташкиной. Шопен, вальс для бемоль-мажор, опус 42.
Фредерик Шопен, этюд, опус 10, номер 12. Я приглашаю на сцену выпускника 2026 года Никита Очаковский. Каждый день мы имеем встречу с богиней римской мифологии Авроры. Ведь каждый день рассвет приходит на смену тьме. Именно под таким названием мы знаем сонату номер 21 Бетховена. Роман Ролан назвал эту сонату «Белая соната». Сам же композитор посвятил это произведение своему другу и покровителю, графу Фердинанду фон Вальштейну. Именно под таким названием соната Вальштейн тоже известна. Сейчас мы ее услышим. Соната «Аврора», первая часть, исполняет Евгений Якобук, выпускник 2024 года.
закончил свой цикл «Отражение». И сейчас мы услышим две из них. «Лодка в океане», картина необъятной стихии в ее бесконечных и порой неожиданных преломлениях, и «Альборадо дель Грациозо», утренняя серенада Шута. Это несколько такая ироничная пьеса, в кульминации которой мы можем слышать, скорее всего, ревность, нежели пылкое страстное чувство. Я приглашаю на эту сцену выпускницу 2022 года Анна Кольцова.
свой цикл «24 прелюдии» создал менее чем за 2 месяца. Такой же гений, как Шостакович, Прокофьев, свой цикл «Мимолетности» создал за 2 года. И вот, я просто так сейчас мне мысли эти пришли, я сравнила, это вот 2 цикла, которые являются такой лабораторией всего творческого композиторского языка этих 2 гениев, и каждый из них за такие сроки сумел преломить все практически свои особенности своего стиля, показать целую галерею музыкальных образов. Сейчас мы услышим 6 прелюдий Шостаковича. Я приглашаю на сцену выпускницу 2018 года Карину Можейко. Иванашка.
попросить задержаться на одну минуточку. Я восхищаюсь этой студенткой своей, потому что Карина совмещает учебу в Академии музыки и школу родительства. Я бы хотела ей отдельные аплодисменты за это. В 18 лет Арам Хачатурян приехал в Москву студентом биологического факультета, но услышал музыку Бетховена, Шопена, Рахманинова. А в техникуме Гнесинке был недобор в классе виолончели. Так вот такие перипетии судьбы, и мы знаем композитора Арама Хачатуряна. Сам о себе он говорил: я скорее печальный человек, нежели веселый. Но музыка его — это всегда праздник жизни, яркий, фееричный, зажигательный. Мы сейчас чуть-чуть заглянем в будущее и услышим выпускника 2027 года Алексея Архангельского «Хачатурян Токката».
фортепианного искусства. И вел его Кокушкин Владимир Дмитриевич. Многие мои коллеги, они его знают и, наверное, тоже вспомнят, что не дай бог было вытащить билет с сонатами Анатолия Александрова. Ну, все, считай, что ты его не сдал, потому что Владимир Дмитриевич был с ним лично знаком и знал там буквально каждую ноту, каждую такт. И спустя столько времени я, конечно, помню, что Анатолий Александров, продолжатель традиций Метнера, Скрябина, Рахманинова, автор 14 сонат, автор 5 опер, многих фортепианных миниатюр, вот это все сидит еще в подкорке. И сейчас в своей педагогической практике я с большим удовольствием и благодарно вспоминая Кокушкина Владимира Дмитриевича, и с большим удовольствием прохожу 12-ю сонату Александрова. И хочу пригласить сейчас выпускницу 2018 года Анастасию Сергееву. Первая часть, 12-я соната Александрова.
Сейчас мы услышим произведение, написанное весной 2022 года. Написал эту сонату Евгений Якобук. Она входит в сонатную триаду сонат 3, 4, 5, опус 10. По словам автора, в этой сонате воплощены образы природы. От весенней грозы до всяких разнообразных явлений. Знаете, такое, наверное, очень редко происходит. И когда учащийся отмечен наградами и в области исполнительства, и в области композиторства. Недавно Женя завоевал гран-при конкурса открытого Белорусского союза композиторов «Ступени творчества». С большой гордостью и радостью я приглашаю на эту сцену юбилейного выпускника и отдаю ему право последнего номера. Встречайте, исполняет автор.
концерт окончен. Спасибо. Осташкину Елену Сергеевну за то, что она внесла такой огромный вклад в наше образование, в наше становление как личности, и за то, что она так делится своими знаниями, своим опытом, и при этом не закрывает нашу индивидуальность, помогает нам раскрыться как исполнители, как художники, как ученики, просто как хорошие люди. Спасибо большое, Елена Сергеевна.